Сухуму нанесен большой ущерб. Ураган повредил линии электропередачи, крыши многоквартирных и частных домов, коммуникации, повалены деревья. Президент Аслам Джани и мэр столицы Беслан Эшба начали осмотр с улицы Дзидзария, где оборвались электропровода, идущие от подстанции Ниепит. Две линии, которые идут с Ниепита, с подстанции, вот здесь обрыв, опора упала и ремонтируем срочно, там полгорода без света сейчас из-за этого получается. Это Ниепитовская подстанция, да. Правильно? Сейчас не дает в город свет. Да. Этим проводам сколько лет? Этим проводам немало лет, но они пока работают. Но сейчас у нас материал лежит новый, на них уже готовый. Лет 30 может быть? Ну, не знаю, может и больше. Может даже больше, Это да? старый. Сейчас то, что вы говорите, что материалы это по инвестпрограмме, которую вы прокладываете, правильно? Это Материал вообще закуп, всегда линия она новая прокладывается. будет строиться. Тут часа 3, я думаю, справимся. То есть сегодня вы подадите Сегодня обязательно это по-любому. Спасибо. Улица Воронова тоже пострадала. Линии электропередачи на асфальте, крупные деревья повалены. Сотрудники МЧС и военнослужащие Минобороны работают здесь с вечера 4 июля. Примерно 70 деревьев упало, да, где-то такого Пока количества. 50 имели, но сегодня добавились еще, мы посмотрели, там те, которые наклонились, они ведь ночью не были видны, что они все повредила корневая система. Вот. Ну и, в общем, сейчас проводят экологи экспертизу, если будет шанс спасти хоть одно дерево, будем биться до конца. Рядом дом на Иналы по 6, тут тоже крыша вылетела и Лакумовский дом, Да, сейчас номер не Лакумовский помню, дом. прямо в балкон. Вчера мы успели, прямо в зал крыша залетела, Аслан Григорьевич. Это квартира Лагвилава, супруга Яковлева. Там вчера экстренно пришлось туда отправить людей, убрали мусор на 9-й этаж. Очень оперативно ребята работают. Министерство обороны, здесь тоже солдаты Мы помогли. попросили вчера, да, Супер да. просто. Курсанты СВОКу по собственной инициативе вместе с командиром расчищали городской парк «Сказка», где упало дерево. Всеми усилиями помогаем своей стране, делаем то, что все возможное, то, что в наших силах. Сегодня вот помогаем, убираем все, как полагается. Все вместе, дружно. То, что в наших силах, мы сделаем. Глава государства оценил ущерб в центральной части города, прошелся по проспекту Аяйра. Как известно, еще в марте специалисты МУ благоустройства приступили к обрезке деревьев и кустарников в столице. По словам Беслана Эшба, те деревья, которые были обрезаны, смогли выстоять во время урагана. Сейчас вот эта ситуация показала, что деревья, которые были обрезаны в тот момент, они получилось, что сохранились. Да, а возмущения были вызваны чем? Кому не понравилось? Ну, тем, то, что вы это проводили? глубокая обрезка, она вообще не Да, должно которая- практиковаться, можно придавать крону и так далее. Ну, понятно, что хочется быть, чтобы было красиво, мы тоже хотим, чтобы было красиво, но все это было только по рекомендации экологов. Ну и по просьбам жителей. Некоторые жители обращаются, потом берется там разрешение экологическое и производится та же обрезка или вообще там дерево, если уже аварийное, то надо его Ну, понятно. демонтировать. Мэр столицы также отметил, что многоквартирные дома пострадали в новом районе, на старом поселке, в районе массива Гумиста и в центральной части города по улицам Имама Шамиля и Вардания. Однако точное количество пострадавших домов еще неизвестно. Отрабатываем там, где горящие ситуации, вот прям надо бежать и спасать. То есть в первую очередь это крыши многоквартирных домов, чтобы людей не затопило, если пойдет дождь. Самое плохое, что может произойти, если пойдет ливень в ближайшее время. Все возможные мастера, те, которые могут работать высоко на многоэтажных домах, они задействованы. Не только городские, значит, но и республиканское предприятие «Абхазстрой» помогает. Там дали нам бригаду. Вот в настоящее время у нас 5 бригад по городу работают по крышам. 3 дома удалось накрыть на старом поселке, и сейчас занимаются в новом районе. Есть сложность поднятия на 9-й этаж и другие этажи, на крышу этажей строительного материала. Это сложность есть, ищем большой подъемный кран, чтобы можно было оперативнее это сделать. Беслан Эшба также добавил, что в столице повреждены коммуникации, плохо работают ливневки. А если еще грязь и листья начнут их забивать, то наводнения не избежать. Коммуникации повреждены еще, значит, тем, что там, где деревья, значит, наклонились, они повредили трубопроводы, где-то кабеля, где-то водопроводы. Вот. Это тоже информация собирается, и на оперштабе мне будут докладывать, где какая ситуация. По словам главы столичной администрации, еще не определено, за счет каких средств будут ликвидированы все последствия урагана. Без помощи правительства и президента мы не обойдемся, добавил Беслан Эшба. В свою очередь Аслам Джани отметил, что после оценки ущерба государство в сжатые сроки изыщет средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Вы, наверное, обратили внимание на то,
что руководство города предпринимает максимум усилий для ликвидации последствий ЧАЭС. Бригады работают, они работали вчера допоздна, сегодня начали работать рано утром. Это стихийное бедствие, предугадать сложно. А человеческий фактор на этом этапе срабатывает, на мой взгляд, неплохо. Не хочу кого-то перехвалить, но оперативная работа по восстановлению идет. И она будет усилена. Вот такие вот у меня впечатления. Надо было самому это увидеть, потому что мне как руководителю с этим не приходилось сталкиваться. Это первая практика. Некоторые вопросы необходимо визуализировать, чтобы иметь представление. Такого сильного стихийного бедствия жители столицы не припомнят. Вечер 4 июля они, наверное, уже не забудут никогда. Сидели в кафе на берегу Бориста с друзьями. Вышла яхта с парусом наша, люди на борту, человек 6. И все как закрутило буквально ураган, там за 3 минуты яхта пропадает в тумане. Мы все выбегаем, думаем, чем помочь, там все летает, значит, баннеры слетели, все поразбилось, крыши оторвало. Люди там в панике, парус на яхте порвался, все побежали, чем кто может помогать. Там 2 гидроцикла выехали, их вытягивали. Короче, людей спасли, там яхта немножко побилась, теплоход тоже там просто такое терпел. Я потом общалась с капитаном, он говорит, спасибо, что я вообще выжил вчера. И если бы мы знали, что ураган до такого доведет, конечно, бы в море никто не вышел. А Елена Храмова, которая живет по улице Аяйра, не смогла сдержать слезы. Ураган снес крышу ее дома. Часть дома заднего плана снесла. И вот верхняя штука такая, вот как они называются, конек, тоже вот так вот весь дом протекал сегодня у нас. Мы дома были. Ужас просто. Мы просто тихо принимали весь этот кошмар. Главное, никто не пострадал, правда? Дети были дома? Нет, у нас детей не было, не только дети, мы тоже ужас испытывали. Пострадавшие от урагана могут обращаться в администрацию города, и в случае нанесения серьезного ущерба им будет оказана посильная помощь. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.